полнометражного ингушского кинофильма «Письмо». Наша компания называется, наш продакшн называется Ингушская национальная киностудия. Это молодой продакшн. Вот. Вся команда, которая здесь со мной присутствует, это все люди, которые работали над первым профессиональным ингушским кинофильмом «Сайписан Зоуль», победителем около 15 международных кинофестивалей. Вот, он и дальше продолжает путешествовать, собирать всевозможные награды. Меня зовут Амур Амирханов, я режиссер-постановщик, автор сценария. Это Александр Кудрявов, наш художник-постановщик, Александр Родин, оператор-постановщик, Ярослав Якин, наш режиссер монтажа, креативный продюсер по нашим художественным всяким делам. Вот, здесь с нами еще ассистент художника-постановщика Максим Яшин. В общем, мы такой как бы маленькой группой приехали в Ингушетию, чтобы подготовить съемки, которые будут проходить по месту действия, по истории в горной Ингушетии. Нам предстоит построить декорации масштабные, нам предстоит собрать массовку, нам предстоит найти главного героя мальчика от 9 до 13 лет. Я хочу обратиться к СМИ тоже, чтобы все, кто мог, по каким угодно каналам поэтому видели, что мы объявляем кастинг. Нам нужен парень, ингуш, говорящий на ингушском языке, мальчишка от 9 до 13 лет. И, в общем, водные такие, так что ждем ваших вопросов, готовы ответить. Пожалуйста. Можно? Да. Мы из Никоева, ГТРК Ингушетия. Ну, во-первых, по этой теме я хочу сказать, есть один мальчик, вот сейчас в голову пришло. Вот там у нас Аза Фарсиева, начальник отдела, делала небольшой такой фильм. Ну, и там у нее мальчик один играл, такой замечательный пацан, где-то вот в таком он возрасте тоже. Если надо, вот, допустим, можем там найти контакты, да. У нас сайти Зоули в Инстаграме наша страница. Также вот баннеры висят по Ингушетии, и на сайте Зоули будет, везде будет информация, телефон нашего администратора. Это WhatsApp, Telegram, куда можно присылать фото. Те, кто хочет участвовать в кастинге. Помимо кастинга, у нас там мы ищем еще реквизит у того, у кого остались какая-то старая одежда, женские шали, платки, там всевозможные старые предметы утвари, которые могли быть в 40-х годах в горной Ингушетии, там всевозможные. Ну, нам сейчас нужны комоды, сундуки, буфеты кухонные, в общем, такая вот. Если что, по этим контактам, пожалуйста, мы будем рады. Скорее всего, здесь в Магасе, если нам удастся, мы найдем помещение, в котором будем складировать весь наш реквизит, естественно, все это с возвратом и под нашу ответственность. А вопрос у меня был такой, о чем фильм вообще? Фильм – это история о том, как 5 коммунистов, живущих в ЧССР, наши известные люди, такие как Джабраил Картоев, Ахмед Газдиев, Идрис Базоркин, Султан Плиев и Ахмед Куштов везут письмо в Москву Леониду Ильичу Брежневу о нарушении ленинской национальной политики на местах. Вот как бы и вся эта история, она разворачивается на протяжении 1972 года, 1972-1973 года, она перемежается воспоминаниями главного героя, мальчика, о выселении, о его казахстанском детстве, и как человек, искренне верящий в партию, в коммунистическую, верящий в ее идеалы, в конечном итоге понимает, что для того, чтобы спасти мир, надо свою семью спасти. Сначала как бы основная концепция, такая вот. Фильм об этом. И мы понимаем, конечно, большую ответственность, которую мы на себя взяли, что это реальные исторические личности, в честь которых названы улицы наши. С сыном Идриса я разговаривал с потомками Джабраила Картоева, с Ахмедом Куштовым я разговаривал, Алхамдулилла, он живой еще, единственный живой, который остался из них. У меня есть телефон сыновей Газдиева, очень умных ребят. Да, конечно, мы поговорим со всеми, но я надеюсь, опять же, я все риски беру на себя. Я понимаю, что я вступаю на такую тонкую, такую грязь, потому что мы все понимаем наши национальные. Какие-то нюансы там
Да, да, конечно, это мы все почистим, но там нету ничего такого, что может... Задеть, да? Конечно. Я же понимаю, что мы делаем, где мы это делаем, для чего мы это делаем, естественно. Дело не в том, чтобы задеть. Я считаю, что эти люди во многом незаслуженно забыты в нашем обществе. Я считаю, что эти люди это настоящие народные герои, которые, имея положение, возможности, достаток и так далее, они рискнули всем. Как бы история об этом. Поэтому будем в этом направлении работать. Разрешат этот фильм? Фильм официально прошел среди 207 проектов, прошел отбор в Министерстве культуры России. Потом его включили 88 проектов, которые были на очной защите. Я выступал перед министром культуры России, перед 120 самыми лучшими киноэкспертами страны, продюсерами, режиссерами, владельцами огромных кинокомпаний, которые читали этот сценарий. И фильм попал в 15 проектов, которые поддерживает Министерство культуры России и лично министр культуры России. Поэтому с точки зрения художественной ценности, с точки зрения какой-то там политической или социальной какой-то достоверности, все, кто мог в этой стране запретить это кино, уже прочитали этот сценарий. А у меня такой вопрос. Сейчас политизированы такие фильмы в таком формате, они как бы не очень приветствуют. Как удалось вообще убедить? А вот скажи нам креативный продюсер. Тем более на фоне вот этих митингов, на фоне всего. Ну, у нас... Это Ярослав Якин, да. Давай. Фамилия известная. Да, да. У нас еще раз, у нас художественная история, это художественный фильм. Для многих ингушей эта история, ее знают про это письмо. Очень много легенд вокруг нее и так далее. Мы показываем художественную историю, мы показываем жизнь, мы показываем депортацию, мы показываем настоящую художественную легенду. То есть мы придумываем свою стилистику, придумываем свой интерпорит, наполняем это песнями той эпохи и так далее. Мы снимаем кино. Ну, то есть острые углы вы обошли, да? Как? Нет, почему же обошли? Что-то останется. Депортация это, как вам кажется, острый угол или нет? Депортация будет. Как от этого избавиться? Как на это закрыть глаза? Последние годы нас тоже хотят задвинуть эту тему. Ну, мы ничего не знаем про последние годы, мы говорим про 70-е. И про 44-й. А как получилось? Вы вообще как бы в теме, да, вот, скажем так, ингушской темы? Ну, это все благодаря Амуру, в общем. Ну, 2 года работали, да. Там вопрос. Вот, ваш фильм, получается, охватывает события в целом 70-х годов, правильно? Да. В основном. Да. Почему вы решили взять именно 70-е годы, а не тот же 22-й или 24-й год, когда образовалась Ингушская республика, или автономная область, или же 92-й год, допустим? Ну, как вы пришли к такому, что именно 70-й год, 73-й? Мне кажется, эта эпоха не особо... Выделялась. Да, как бы не особо раскрыта эта эпоха, это целая эпоха 70-х годов. Это то время, когда наши родители вернулись из ссылки, и то время, когда у них не было возможности полноценно работать, полноценно поступать в институты и полноценно строить свою жизнь. Еще раз говорю, я когда в Министерстве культуры России выступал, я прекрасно понимал, с каким проектом я хожу на сцену, и прекрасно понимал, что я нахожусь в 20 километрах от Красной площади. И еще раз повторяю, в этом кино нету никаких политических каких-то указаний, нету никаких политических, нужно делать так, вот было так. Это история про человека, это история про мальчика. Это история про мальчика, который хотел вернуться домой. Вот и все. И это могло произойти где угодно. Просто сейчас такая тенденция, на Кавказе многие, про Кавказ, когда снимают, постоянно снимают, вот сейчас какие-то фильмы, которые уходят куда-то на какие-то фестивали, как будто все хотят отсюда убежать. А наша история про то, как человек хочет вернуться домой. Обычная простая человеческая история. Что там на фоне происходит там, да, это уже не столь важно. Мы взяли этот фонд, наш ингушский фонд, потому что он инглизит, я его знаю. А история, она должна быть простая человеческая. Объясню почему. Когда ты встречаешься с незнакомцем, фильм посмотрит на Филиппинах, в Лондоне, в Канаде или еще где-то. Когда ты встречаешься с незнакомцем, если вы ему будешь рассказывать о себе, ему не очень интересно будет слушать. А если ему расскажешь свою историю, понимаешь, свою историю, которая его зацепит, которая ему будет интересна, тогда уже другой разговор. Мы не рассказываем о себе, мы не сыпем голову пеплом и не говорим, смотрите, какие мы трагичные, сколько мы всего пережили. Мало ли кто чего пережил. А русских не умерло миллионы, а евреев
про калмыков, про карачаевцев. Мы не говорим, что у нас какая-то индульгенция на страдания или на какие-то или на какую-то трагедию. Мы говорим о том, что мы умеем, несмотря ни на что, и эта история говорит о том, не мы, а история говорит о том, что вопреки всему мы возрождаемся, умеем консолидироваться, умеем сплачиваться и идти вперед. На данный момент наша первостепенная задача – это подбор актерского состава необходимого Да. и декорации. Вот это именно, Да, вот мы да? обратились в Ингушнефть, такая компания есть. Ребята обещали нам помочь, там кое с чем, там, с транспортом, там, ну, с этим, со стройинструментами. Нам приходится самим все собирать, честно говоря. Да, Приходится вот доски сейчас опять видим, так же, всё как сказать, и доски искать, и поддоны искать, и шурупы, и, короче, и режиссеры, и операторы, и креативный продюсер, все занимаются несвойственной работой, ищут, ездят по свалке всякие доски и так далее. Пока так. Но мы надеемся, должна быть встреча. Финансирования достаточно? Нет, конечно же нет. Как Всегда. Конечно же нет. Но Министерство культуры не поддерживает в полном объеме дебютные проекты. Министерство культуры поддерживает какую-то часть. Но мы взяли на себя эти риски и пошли вперед. Я считаю, что главное ввязаться в драку, там А разберемся. спонсоры наши, магнаты ингушские? Мы встречались 2-3 раза, вот я скажу насчет спонсоров, пока не знаю, скажу об административном ресурсе. Мы встречались 2 раза с главой Республики Ингушетия, вот, получили от него, в принципе, поддержку, он и обращался в Министерство культуры с личной подписью о поддержке данного проекта. Вот, надеюсь, что произойдет с ним встреча, и тогда нам уже вот в данное ближайшее время, тогда нам, конечно, будет легче и с разрешением что-то строить декорации в Таргиме, и там и с властями, с МЧСами, потому что нам нужны будут палатки, нам нужны будут тепловые пушки, короче, и вся инфраструктура, которая соответствует большой массовой сцене. Да, А съемки где будут? в Таргиме. Состоятельным людям не обращались? К тому же Батырееву. Да они разберутся там. Ну, пишем письма. Письмо кино называется, они письма пишут. Какое время года будет происходить? Это будет 23 февраля 1944 года в самом фильме. Нет, вот начало съемок вообще, когда вы планируете? Мы планируем именно в конце февраля отснять наши 2 сцены. Декорации к этому времени уже должны быть готовы, да? Да. Вот мы должны поэтому начать 15 числа. А вот идеи какие-то вот по декорациям, понимаете? Вот художник-постановщик. Смотрели видео, Ага. там вот как-то можно вывести конкретно, у меня есть там пара вот этих, что вот, ну, по постройке, что какие-то моменты можно использовать для более легкого там. Для легкого ничего не бывает. Ну, там, более детально можно было потом. Но построить придется там домов, наверное, 5-6. 6, Ну, один будет дом игровой, в котором живет наш герой. Остальные дома будут декорации, но они тоже должны работать, двери открываться, там люди выходить из них должны. Такой вопрос, операторская работа. Я так понимаю, вы раньше уже как бы работали, да? Ну, вместе мы с Амуром снимали Ну эти. все понятно. Ну и как вам вообще? Получается, нормально, нравится, как? Сложно там работать в горах? Да нет, я получаю на самом деле огромное удовольствие, огромный опыт вообще с работой с Амуром. Вместе мы как-то у нас образовался творческий тандем. Вот, и так мы идем вместе вот уже 4 года. Вместе работаем, вместе придумываем, вместе пишем сценарий, строим декорации, вот, покрываем крыши дерном, ищем доски. Вместе снимаем. Да, вместе снимаем. Да. Вот, и как-то вот мне нравится, меня все устраивает. Вот, и очень интересно. Я когда первый раз вообще приехал в Ингушетию, меня что поразило, что на 360 градусов ты куда ни повернешься, везде красиво. Как в Нарнии находишься. В горах. Да, в горах. Вот Саша, кстати, получил, Александр Родин, еще раз представлю, получил от гильдии кинооператоров России главный приз. Но это мы все вместе получили. Да, только моя награда. Да, за свою работу в Сайти Сензоули. Вот. А художественный руководитель нашего проекта, вот этого полнометражного, это знаменитый советский и российский кинооператор Михаил Леонидович Агранович, который работал еще со Швейцером, с Абуладзе, который здесь снимал еще в каких 80-х, по-моему, годах. Вот, Михаил Леонидович Агранович, известнейший в российском кино человек, который в прошлом году получил как лучший кинооператор России премию «Белый квадрат». Вот, он выступил художественным руководителем нашего проекта, вот этого полнометражного, всячески способствует нам по всевозможным делам.
в киномире России. Ну и еще министр культуры России Ольга Борисовна Любимова лично отметила наш проект у себя на странице среди 207 проектов. Именно наше выступление «Очная защита Министерства культуры России», это видео выложила у себя на странице. Вот, и поэтому сама лично сказала, желаю удачи проекту, мне очень понравилось, что в принципе министр культуры России как бы не делает, поэтому для нас это тоже большое подспорье. Сколько комментариев и отзывов? Да, вообще на самом деле, вот, как показало IT, это было такое большое испытание на самом деле для всей нашей творческой группы. И IT показало, что у нас очень крепкая команда, которая готова браться за выполнение амбициозных задач. Вот. И я надеюсь, что у нас обязательно все получится и в этом фильме тоже. Есть так? Представим, что вы уже отсняли фильм «Письмо», он уже вышел, и он успешен. Я искренне этого желаю вам. Я хочу даже представлять. Вот. А есть ли у вас какие-то задумки насчет других фильмов? И связаны ли они с Ингушетией? Или только вы думаете сейчас о «Письме» вообще? Ты знаешь, честно говоря, я сейчас думаю о том, где поддоны достать в Ингушетии. Что поддонов нету нигде, куда мне обращались. Вот, кстати, если кто-то увидит, дайте поддоны. Вот. Пока, честно говоря, мы 2 года работали над этим сценарием, вот над этим. И работа продолжается постоянно, и каждый день, и вчера, и сегодня мы постоянно сидим и постоянно думаем, как нам сделать эту первую сцену, потому что завтра или сегодня вечером мы выезжаем в горы, и там уже на площадке будем смотреть, как мы это все снимем, потому что сценарий претерпел около 150 драфтов, около 150 драфтов. В конечном итоге канал зашел на Культ России, это было уже 151 где-то драфт. Но все равно мы думаем, как мы его будем делать, мы не будем отставить от основной канвы, которая Министерство культуры, уже утверждена киноэкспертами. Но нам предстоит очень много работы по этому кино. Это будет очень амбициозная и, поверьте, очень большая масштабная работа. Нужно воссоздать город Грозный 1972 года, что это не очень просто, которого не существует. Да? Надо воссоздать Казахстан, которого уже, в принципе, не существует. Положение детей спецназовцев. Это военные костюмы, это костюмы исторические, это весь антураж города, который происходит, это киоски. Короче, масса всего. Поэтому сейчас, честно говоря, думать о следующем фильме. Засядем за монтаж, да, Ярослав? Это будет не скоро. Да. И потом, наш срок 2 года. Министерство культуры России поставило нам срок. Мы обязаны 28 декабря 2023 года сдать кино Министерству культуры России. Потому что этот проект официально идет как от Министерства культуры России. Вот. И проект был презентован и официально уже утвержден министром культуры России как приурочен к столетию. Так как они его приняли в том виде, в котором я туда занес этот проект, теперь этот проект официально приурочен к столетию государственности Республики Ингушетия. И мы рассчитываем в 2024 году, именно когда нам исполнится 100 лет, пустить ее в прокат. В каких масштабах будет прокат? По всей России, да? Пока не знаю, честно говоря, я еще не могу ничего по прокату сказать, потому что нам нужно дойти хотя бы до монтажа. Ну, вот там, когда проект поддерживается Министерством культуры, то, естественно, там у них свои преференции какие-то по прокату, у них существуют свои какие-то дела. Вот. Ну, посмотрим. Главное, чтобы история получилась. Если получится кино, с прокатом проблем не будет никаких. Иностранным зрителям он будет? Да, у нас будет, конечно же, и на английском дубляж, и на французском. Но восприниматься ими будет, вы думали об этом? О чем? Ну, как воспринимают россияне и тот же западный зритель, это разные вещи. Только что говорил я об этом. Если ты хочешь поговорить с незнакомцем, ты должен рассказать историю, которая заинтересует. Это обыкновенно, еще раз повторяю, в этом кино нету никакой политики. Это кино о простом мальчике, которого взяли и выкинули из дома за шкирку, и который всю жизнь пытался вернуться к себе домой. Могло произойти где угодно. Контекст того, что у них тоже там какие-то тектонические сдвиги в кино происходят. У нас свое ингушское кино. Сойти с Инзоули на ингушском языке про конец 19 века в горной Ингушетии, которую сняла вот эта команда, завоевал, я говорю, среди международных кинофестивалей 10 международных первых мест на международных кинофестивалях.
Значит, Полчаса они фильма. тоже соскучились по нормальному кино. Ну, не знаю, алхамдулилlah, с помощью Всевышнего это получилось у нас сделать. Но, конечно, когда мы туда шли, когда мы начинали этот фильм, естественно, мы хотели снять свое кино. Но так как мы от души его снимали, так как мы делали это чисто искренне, то, наверное, оно поэтому получилось. Хотел дополнить Амура. Кажется, что история, она местная и понятна только тем, кто про нее знает. Но это не так. Это история, которая будет рассказана на языке кинематографии, на языке искусства в том числе. Она будет понятна всем, начиная от сложных критиков, заканчивая обычного зрителя. В этом и секрет. Для этого мы перебираем сцены, превращаем их из сложного хаоса, делаем их проще. Находим какую-то изящную красоту, меняем повествовательный темпоритм и так далее. Название фильма «Такая станция», да, письмо? Да. А на русском языке будет или как? В основном, да? Ну, в основном на русском. Люди, которые в 70-х годах занимались проблемой восстановления Республики Ингушетия, идеально говорили на русском и ингушском языке. Это были высокообразованные люди. Это были Джабраил Карторев, был герой Великой Отечественной войны, представленный в звании Героя Советского Союза, так его и не получивший. Образованнейший человек, защитивший докторскую диссертацию, имеющий патенты научные. В Киргизии работал директором завода, где спас около 500 войнахов, которые взял к себе просто на работу. Идрис Базоркин не нуждается в представлении как образованнейший человек. Султан Плиев, бывший руководитель Сумского района. Они все как бы люди, которые добились из бывших врагов народа, которые добились таких высот благодаря своему уму, а не потому, что они били себя в грудь там, да, и с ножами на кого-то кидались. Они добились это все с помощью своего интеллекта и с помощью своей воли. И фильм повествует о том, что для того, чтобы чего-то достичь, то тебе нужно учиться, то тебе нужно образовываться, то тебе нужно разговаривать с людьми понятным языком. А махание шашками, как мы знаем, нас приводит только к трагедии. Вот о чем еще кино. О том, что обязательно, когда в нашем, я сейчас скажу не то, что общее кино, а мое личное, да, вот мое как ингуша, личное я скажу. Когда в нашем народе преобладают образованные, интеллигентные люди, у нас все намного лучше бывает, по моему мнению. Когда я вот так смотрю на нашу историю, да, когда в нашем народе преобладают люди образованные, мне кажется, что все бывает по-другому. Ну тогда в то же время тоже образованные люди стояли у власти, как бы у руля Ингушетии. Тем не менее, как бы произошла эта высылка. А не кажется это просто как круговорот, в котором находится нация, периодичность постоянно, периодичность, там через сколько-то лет обязательно происходит какая-то трагедия. И это такое ощущение, что это... Но трагедия не всегда от нас зависит же, правильно? Мы говорим о методах... Я и говорю, что не от нас зависит. Мы говорим о методах восстановления после трагедии. Мы говорим о консолидации после этой трагедии. Мы говорим о том, что произошло. Эти люди с 1953 года пишут письма в Кремль. Ну это да, ну ладно, о чем? Да. Амур, расскажи о себе. Вот подписчики и присутствующие знают, что ты музыкант. А с IT все-таки, наверное, была и выпускная работа твоя, да? Дипломная работа. Да. Она прошла с отличным успехом, хвала Всевышнему. Вот теперь вопрос. Да, вот ты несколько раз говорил, что это амбициозный фильм. Вопрос. Из короткого метра, из, скажем так, дипломной работы, ну не совсем, наверное, художественной, да, вот на большое художественное настоящее кино. Вот что сподвигло, что за вызов? И дальше, второй вопрос о музыке. Какая музыка будет? Вот это интересно. И третий момент о Высоцком в новом кино. Ну, после короткого метра снимать полный метр — это естественная эволюция кинорежиссера, как бы, потому что короткий метр — это как бы то, что ты должен сделать изначально, прежде чем выйти на полный метр. Вот. Второй, ну, полный метр — это дебютный мой полнометражный, так же, как и дебютный короткометражный, как бы дебют, и подавался Министерство культуры как полный метр дебют. По поводу музыки. Какая музыка, да, ты спрашивал? Ну,
Музыку я буду использовать разную. Мы смотрим сейчас. Во-первых, мы будем использовать музыку, которая звучала. Заметьте, что раньше, в 80-х или 70-х годах, да, больше было шума на улице. Везде звучала музыка. Из радио, из телевизора. Дети, которые на улице играли, этот звуковой фон, этот саунд, конечно, я буду использовать. Музыка радио Чечено-Ингушетии. Как она начиналась, какая музыка играла там. Во-вторых, я буду использовать народные инструменты, какие-то чондерки, я хочу найти этот инструмент, раскопать его, конечно, обязательно найти, кто нам будет играть. Говорят, Тимур, где это играет, я обязательно приглашу его на это. Потому что у нас он в первое кино он играл на Даджи Панда. Вот. Просим его на чондерке сыграть, думаю, не доставит ему труда большого. Вот, будут ингушские мелодии какие-то переплетены с современными мотивами. По поводу Высоцкого, я отправил ему синопсис Никите Высоцкому, его сыну. Вот, есть одна такая песня, «Не был Чечено-Ингушом» у Владимира Семеновича Высоцкого. Он единственный, кто в советское время рассказал о нас, о нашей депортации в 70-х годах, написал об этом песню, не побоялся этого сделать, хотя тема была под запрет, абсолютно. Вот. И я связался с его сыном, рассказал, какое кино мы хотим снимать. Я говорю, я хочу пару песен взять для кино. У нас там есть одна сцена погони. Вот, и в сцене погони я хочу, чтобы звучал Высоцкий, потому что Высоцкий гениальный русский поэт, по моему мнению. И как раз Высоцкий — это эпоха 70-х, это бобины, магнитофоны, это оттепель и так далее. В общем, так. Ну, за музыку, да, придется отвечать мне. А вы сами не будете, да, использовать свои песни? Ну, мне кажется, я в сайте ничего не использую такого. Ну, это кино есть моя песня, как бы. Просто в песне у тебя только два инструмента, как слова и музыка, которые ты можешь, как ты хочешь выразить свои идеи. А кино — это 1000 возможностей инструментов. Это пластика, это свет, это изображение, это психологизм и так далее. И так далее. Можно еще вопрос? Да. Про точку начала, скажем так. Вот почему именно письмо? Почему именно эта история? Вот, как выбирали? Что мне скажут, ребят, я уже... Просто... Кстати, раз отвечал, да? Он говорил, да. Нет, почему именно из нашей, скажем так, истории, из нашей обыденности именно вот эту историю решили? Существует такой первым кино. Существует такой стиль, как road movie, когда происходит путешествие из точки А в точку Б, да, и всевозможные препятствия, которые настигают героя на протяжении этого пути, это является, это как бы классика кинематографа. Мне понравилась сама история, что из нее можно сделать детективную историю. А вместе с тем, с этой детективной историей можно сделать, еще раздуть это какое-то эпическое, какое-то в конце вещи, которые будут говорить вообще о каких-то эпичных вещах. О том, что должен человек сделать. Должен ли рисковать своей семьей, своими детьми ради какой-то иллюзорной мечты. Либо что важнее, иллюзорная мечта и всеобщее равенство, или вот эти дети больные, которые у тебя дома сидят. Что для тебя важнее? А в конечном итоге, когда ты залезешь на эту гору, когда ты доберешься до самого главного кабинета и зайдешь в самый главный кабинет, а если тебя там, ты там ничего не заимеешь, и как ты придешь и посмотришь людям в глаза, которые в тебя верили. Вот такие вечные вопросы, которые перед героем стоят, вот это важно. Это о порядочности, да, лучше человеческое, знаешь, я, честно говоря, не очень люблю вешать ярлыки хороший или плохой. Я помню, после сойти к нам подбежал один старик, помнишь, мы стояли на улице в кинотеатре, подбежал к старику, он говорит, я не могу понять, а почему она так поступила? Она же не могла так поступить. Он же пришел к ним домой. Я говорю, ты понимаешь, я говорю, она плохая. Такое бывает. Нету абсолютно хороших людей. Люди разные. Конечно, нету абсолютно хороших людей, нет абсолютно плохих людей. Есть мотивация для этих людей, то, что с ними происходит. А мы как зрители, просто мы как команда, которая создает это кино, мы смотрим на это со стороны. Мы понимаем их мотивы, и мы не хотим вообще никакие ответы давать в этом кино. Вот этот хороший, вот этот плохой, вот этот красавчик, а вот этот еще какой-то. Мы хотим задать людям вопросы, которые, чтобы они сами, сидя в зале, сами для себя ответили, что бы они сделали на месте этого человека. Рискнули бы они, отсиделись бы они. А если он понимал, что риск ничего ему не принесет, зачем он это сделал? Что в его голове так щелкнуло, почему именно таким образом решил так поступить в своей жизни? Вот в чем дело. Нам надо уже давным-давно, но я говорю опять о своей республике, ребята, понятно, они приехали снимать это кино, они относятся к этому кино как к своему проекту. Это именно. Я скажу о себе, что с моей точки зрения нам надо уже думать о том, чтобы создавать культурные проекты, которые не будут там, да, как объяснить, которые будут полутона.
в которых не будет конкретно хороший, плохой, этот на коне летает, красавчик, там, этот вообще плохой, его надо убить, там. Вообще от этого надо отходить, это позднее средневековье. Ушло. Да. Мухаммад Гамурзиев, Ассоциация миссий Ингушетии. Да. Вы будете работать с нами? Можно я Да, конечно. Все, давай, говори. Несколько вопросов у меня. Вот, кастинг, отбор актеров, он подразумевает под собой отбор актеров из нашей национальности, грубо говоря, или же вот из русских. Сейчас мне нужна женщина лет 35-40, ингушка, которая сыграет мать мальчика. Мне нужен мальчик от 9 до 13 лет. Вот сейчас вот задача первоначально такая. Мы сейчас получим ответ от 2-3 актеров взрослых звезд российских, которые согласятся играть взрослого человека. Вот. И исходя из его типажа мы должны найти мальчика. Еще такой вопрос, такой, скажем, немного личного характера. Вот в первом фильме в первом вашем фильме я был одним из тех, кто изготавливал реквизиты вашего фильма. Вот хотелось бы спросить. Что ты там делал? Лампады, помните? О, да. Да, спасибо тебе, Барта. Вот, с этими лампадами мы намучились. Эти лампады да. Все отлично, я шучу. Вовлечение туда, ассоциации Ингушетии ремесленников будет еще касательно изготовления? Что нужно будет? Александр Кудрявов, наш художник-постановщик. Саша, скажи, пожалуйста, нужны ли нам будет изготовление реквизита, что-то типа этого? Да, какие-то вещи будут нужны, именно бытовые, вот чтобы у нас будет дом нашего мальчика, который будет играть и снаружи, и внутри. И там, конечно, надо будет наполнять помимо обычной мебели еще какими-то вещами, которые и двор также должен, то, что сделано руками людей. Кормушки для животных, там да, все возможно, все должно жить. Сопетки, да, это все должно жить, эти люди там живут, они же не знают, что их сейчас выселят в 4 часа утра. Почему мы их захотели сделать это в феврале, чтобы это было в горах есть максимально по-настоящему. Посмотрим, будем искать. Пока, еще раз говорю, пока мы нашли только Ниву с прицепом и самосвал, вот, ищем поддоны. Пока на земле еще мы еще не... Потому что из поддонов строить достаточно быстро и недорого. Я хочу сказать, вот вы даже ремесленники придете, вот и Максим Яшин, и Александр Кудрявов, это профессионалы, которые работают в российском кино и сделали очень много известных кинолент. Поэтому, кто хочет научиться, на самом деле, я это изначально говорил, кто хочет научиться, кто хочет прийти, приходите, вы просто бесплатно получите мастер-классы, как на самом деле строятся декорации, как вообще все это изготавливается. Не то, что мы сами, да, себе что-то придумаем, а вот 2 мастера, которые вас научат, как это делать. И это будет нашим оружием, имеется в виду то, что если нам что-то нужно будет построить в горах, да, декорации, холодцы, еще что-то, чтобы это не было, там, беседка, не беседка. Посмотрите, как это делается, научитесь. Буквально вчера, извиняюсь, пожалуйста, буквально вчера мы создали группу, там много людей наших добавилось, и мы активно обсуждаем, как мы поедем туда, что мы будем делать и так далее. Вот, вот участие наших ремесленников также в фильме, возможно ли оно в силе, будет ли оно в силе? То есть, как... Смотрите, мы дальше Андали где-то через 2 дня, да, как мы находим стройматериал, мы приступаем к стройке. Поэтому у нас нету людей, вот у нас пока 2 человека. 2 человека это не построят. Потому что мы с Сашей, Ярослав будет работать над сценарием, над склейками, мы с Сашей будем кататься по всей Ингушетии, по кастингам и так далее, и так далее. У нас пока только 2 человека, и им, конечно, нужна помощь. Это должны быть люди, которые умеют хотя бы шуруповертом работать, которые умеют там. Да нет, здесь полно рукастых парней, которые нам помогали на съемках сойти. Просто мы бы были рады любой помощи, это история каждого здесь. И если кто-то вобьет гвоздь, это будет его вклад в это. Поэтому именно 23 февраля мы это и хотим снять, да? Да, и помимо всего прочего, каждый должен понимать, что он создает историю, а историю забывать нельзя. Спасибо большое. Да, мы хотим памятник поставить. Не что-то, то, что прошло, да, быстро. Не то, что не фейерверк, который взорвался вдруг, да, а съемки сняли шарики и увезли куда-то на свалку. Мы хотим поставить памятник.
и чтобы это было, и чтобы любой человек в любом мире мог включить. Мы даже не хотим никак конкретизировать, что это и где это. Просто человек, чтобы залез в Google и посмотрел, а что с этими людьми случилось. А почему, когда уже немцы были от фронта уже далеко-далеко на западе, в 1944 году, когда я даже близко духу не было, почему этих всех людей взяли, погрузили в вагоны и увезли, выкинули в степь, где по пути умерло вообще более 50%. А что, какие истоки этого? И что случилось с этим человеком, который, вот, маленьким мальчиком, которого забрали из дома и выкинули в свой дом, и должен был жить на чужбине? Что, какие ощущения у него? А после того, как он вернулся, когда он не мог вернуться к себе домой, какие ощущения у него были? Почему так с ним поступают? И что он делал? Даже не вопрос в том, почему это с ним случилось, как все плохо, мы вышли на площадь, нас обижают и так далее. Самое главное, что он делал для того, чтобы вернуться домой. Как он поступал с этим? Что он предпринимал? Вот. Да и что нам делать всем? О чем в этом речь? Готовиться к новому усилению. Да нет, да, я говорю, все будет хорошо. Надо готовиться к тому, что сюда после нас поедут люди, которые будут заинтересованы снимать здесь кино, потому что здесь красиво, интересно, много всяких исторических памятников, помимо того, легенд, историй интересных, которые можно экранизировать и рассказывать об этом. Я знаю, что Сайтис Энзовли показывается в 3 туристических центрах в Дагестане, на Ставрополе или еще где-то, как пример того, что когда туристы приезжают, первое, что им ставят, это ставят наш фильм Сайтис Энзовли, чтобы показать кавказский быт и как весь все здесь было круто и хорошо и интересно. Это действительно факт. И доктор исторических наук Нина Кочеляева, кандидат исторических наук, который занимается отборщик фестиваля исторического кино, она подошла к нам и сказала: послушайте, такой исторической достоверности я в российском кино не видел уже много лет. С каждой плошка, чашечка, то, что Саша сделал своими руками, включая телегу, которая абсолютно идентична той телеге, которая была в конце 19 века. Она говорит, я такой исторической достоверности в российском кино не видел. Благодаря этому там в Сочи взяли первое место сейчас на английском кинофестивале, да, британском кинофестивале, благодаря нашей исторической достоверности. Но и здесь как бы такая работа. Поэтому я говорю, нужен памятник, к которому можно обращаться. Это очень скрупулезная работа, мы будем каждую ниточку, каждый платочек и так далее, чтобы это все было абсолютно идентично тому времени. Мы не можем уже себе выйти на такой уровень, когда Министерство культуры России, мы не можем себе позволить, чтобы, как иногда снимают, в какой-нибудь исторической реконструкции девушки с солнечными очками шли, да, чупит и дубочь, а сверху солнечные очки на голове, да, такого не будет, да, или чтобы бананы стояли на столе там, когда есть нулевиков там снимают, такого не будет. И вообще в будущем хотелось бы, чтобы здесь было немножко по-другому. Вам нравится, например, надпись М1 на холме? Нет, по-моему, никому не нравится. А если бы там посадили цветами, например, школьники истинку высадили красиво, метров 10 на 20. И такими истинками усилили бы холмы. Сюда бы ездили туристы. Конечно, и фоткались бы рядом. Смотрели все это, коптеры, все такое. Это можно было устраивать конкурс. Это простейшие идеи, которые летают в воздухе, их можно воссоздавать руками, и будет все красиво. Не М1, где голые дядьки дерутся там, а действительно народная красота, которая сделана руками. Да. То есть дополнить, да, то все. Но это на будущее. У нас есть идеи такие, что... Слушайте, дело в том, что просто мы уже, вот, да, со своей командой, мы уже уперлись в тот потолок, где нам нужна помощь нашего народа. То есть мы уже сделали все, что возможно. Вообще пробить такой проект, чтобы его утвердило Министерство культуры России и лично министр культуры, это немыслимо. Для Ингушетии, для России это в принципе немыслимо. Поэтому то, что мы сделали, мне кажется, что это настоящее чудо. Это помощь Аллаха, никак иным это никак не назвать. История про депортацию, история про 1972 год, что они там оставили против кого-то, о чем мы говорим. Но мы так художественно сделали этот сценарий, что мы все политические какие-то неправильные вещи убрали оттуда. Но вместе с тем мы оставили самую главную идею, которая нам нужна. Вот, поэтому я говорю о том, что мы уперлись в потолок, где дальше мы сами уже не сможем. Мы уперлись в потолок, где нам нужна поддержка главы республики, министров, МЧС, палаток, еще чего-то. Ну, поэтому я призываю всех, кто как бы
я сделал, пожалуйста, я собрал команду профессионалов, я довел до этого уровня, как бы. Давайте дальше вместе с Хамхадуей, давайте сделаем. Да, потому что когда делали с IT, строили павильон, вот, все втроем мазали ингушским полом специально, тут привезенные мазали стены, чтобы это была фактура настоящая дома. Своими руками все это делали, нам никто не помогал. Ну да. Можно такой вопрос? Да. Вот с фильмом, первым фильмом вашим, вы ожидали такого успеха, так, что он там на многих фестивалях там получил? Не знаю, Ярослав И ожидал. так далее. Или вы так вы думали, как вы рассчитывали, потому что действительно... Они пришли ко мне со своей историей, мы встретились в Москве, я думал, сумасшедший. Серьезно? Я такой же псих, поеду с вами. Давайте попробуем. Я хочу сказать, да, что на первом проекте все профессионалы, которые были в нашей команде, они работали бесплатно. И русские люди, и совершенно разных национальностей люди приехали работать, потому что им понравилась история. И об этом не надо забывать. Они приехали снимать сюда наше индусское кино. И они не получили за это деньги, они потратили свое время, они в голову, холодное, в грязи, таская эти доски, работали над нашим индусским кино. Но сейчас, я надеюсь, она поменялась, история в культурной жизни Ингушетии, имеется в виду. Сейчас, я надеюсь, у нас будет и скорая, и пожарная, как это полагается, в любом месте, где собирается 150-200 человек на нашей площадке. Хочется сделать то, чтобы все гордились этим. Да, конечно. Не только мы. Мы тут, понятно, это наша работа. Хотел, чтобы каждый, кто посмотрел, сказал, хорошее кино. Дай Бог вам удачи. Ну, ясно. Что хотелось бы вам сказать, по первому фильму, на самом деле, это был огромный резонанс, по крайней мере, по республике. На самом деле, это было очень приятно, вот, что Амур-то понятно, что приехали вот ребята, талантливые, умные такие. И действительно с такой самоотдачей, ну, как бы, сделали этот фильм. На самом деле, вам большое спасибо, молодцы. Фильм был потрясающий, там такие картинки, там все настолько грамотно, красиво было. Поэтому спасибо вам большое. Будем надеяться, что вы и дальше там в таком же духе. Да, у нас вроде бы министры должны уже выйти из отпуска, я надеюсь. В ближайшее время обещана встреча с главой республики. Мы, конечно, будем разговаривать. Он уже изначально этот проект поддерживает. Я ему рассказал, что это к столетию республики приурочено. Вот, он поддержал идею, ему она понравилась. Человек понимающий, образованнейший человек, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время эта встреча состоится, и мы все озвучим там, поищем какие-то пути взаимодействия, чтобы мы не бегали каждому бумажкой, не просили там, дай нам это. Вот. Ну, дал Яндале, все сложится. Вот. Еще раз повторяю, что Сейти Зоули — это наш аккаунт в Инстаграме. Мы там разместим информацию, телефон администратора. Все, кто хочет по кастингу, мальчик, еще раз повторяю, подросток, невысокий, худощавый, темный, от 9 до 13 лет нам нужен. Вот, нам нужен реквизит, в смысле нам нужны не пуховые там какие-нибудь шали, платки женские, которые могли быть на женщинах, да, на пожилых женщинах в 1944 году. Вот, нам нужны всякие телогрейки, тулупы черные, если у кого-то старые есть, там, кеттериш, там, и так далее, папахи, вот. Ну и кто хочет в массовке поучаствовать, мы заранее объявим время репетиции. Нам обещали автобус, Ингушнет нам даст автобус, и сказали, мы привезем их на репетицию, один день отрепетируем, а в другой день отснимем, как бы это все на 2 дня, все истории. Вот пока задачи такие. Про стройматериалы я уже говорил, вот, будем искать, вот. Ну, в общем, вот такая задача. Мы будем в Каргиме, да, мы будем в Каргиме с 15 числа. Так что, ребята, вверх наш здесь не получим. А мы будем приезжать, съемки делать. У меня вопрос. Я большой любитель каскадерской темы и понимаю, что фильм не боевик, но такой вопрос: будет ли в фильме эпизоде с экшн-сцены? Погоня там, да. Уже погоня Да, Рандали будут, да. Это кино теперь другое, не как сойти. Будет. Я знаю, мы же с тобой разговаривали раньше, помню, сойти, да. Обязательно пригласим.
Следующий наш этап, вот после Ингушетии, дальше Андели, когда здесь у нас все пройдет хорошо, следующий наш этап Казахстан. Не знаю, как сейчас Казахстан, где мы будем его снимать. Скорее всего, там, где все жили. Ну да. Север. Да, очень хотелось бы, конечно, на север Казахстана попасть, потому что атмосфера Казахстана мы нигде не воссоздадим. Но в крайнем случае будем смотреть Астрахань, там уже Калмыкия, еще что-то. Вот. Следующий наш этап это город, вот. А потом уже мы уходим на монтаж, пост, интерьер и так далее. Проект растянут на 2 года, начиная с середины января. Просто не везде зима. Да, не везде зима. Как вот так вот, если больше нет вопросов. Небольшая идея подсказка. Давай. В конце фильма было бы занимательным, интересным, в каком-то смысле важным отметить, например, что из пожилых людей, которые прошли через это, чтобы у них взять какое-то небольшое интервью, что ли, или относительно фильма, или просто, чтобы какую-то историю рассказать. Было бы это контракт. На родном языке. Да, этим делом должен заниматься сейчас, Бабекман. Этим делом должен заниматься телевидение, брат. Объясните еще раз. Я понял тебя. Объясню тебе, почему нет. Не надо даже объяснять, объясню, да. Во-первых, сценарий, во-вторых, художественное кино имеет свое начало, свое развитие, свою середину и конец. Если это телевизионный репортаж, да, то там можно вклинивать какие-то воспоминания или письма снимать там, да, или еще что-то. Это художественное, как Ярослав сказал, это художественное произведение. Помимо того, что ты видишь, оно еще работает на твое подсознание. Оно еще работает на твои какие-то глубинные эмоции, которых ты даже не подозреваешь. Эмоция — это есть самый главный фактор, самый первоначальный сигнал, который тебе дает мотивировку для дальнейших действий. Поэтому наша задача залезть внутрь, а не делать публицистику такую. Наша задача до самого сердца достать. Поэтому никаких воспоминаний в конце. В основном посыл кино в том, что показать людям, что человек умом может добиться больше, чем он размахивая руками может что-то сделать. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И вообще для нашего, мне кажется, да, если привязывать это к каким-то вещам, мне кажется, что для нашего общества это крайне важно. Да, и для подрастающего поколения это крайне важно. Мы должны понимать, что люди тогда продавали все, что у них есть, когда они ссылки вернулись, чтобы в институт поступить. В Ингушетии это было первоначально поступить в институт. В Ингушетии это всегда было образование, в первую очередь, давай, любой, главное, чтобы он пошел учиться. Вот это было первоначально. И вот эти приоритеты мы должны понимать. Еще раз говорю, когда у нас преобладали образованные люди, с нами считались намного больше. Вот так. Если да. мне не изменяет память, вот в прошлом вашем фильме был такой небольшой эпиграф. А будет ли в этом фильме то же самое? То есть вот в начале фильма передается одной фразой, передается весь смысл фильма. Я не буду на этот вопрос отвечать, что там будет в начале. Подожди, 2 года подожди. Салам алейкум. Первый вопрос. Кастинг фильма. Где будет проходить кастинг? Сейчас мы первым делом, если получим мы с Минкультом предварительно были договоренности, вот здесь хочу в культурном центре Магаз, чтобы нам дали помещение, чтобы там всех собирать, туда приходили. Вот. И дети, и кто, и на взрослых, но мы сейчас ищем еще и взрослого, душа парня от 35 лет, который сможет сыграть игровой возраст. Рецепт Сахар Кабдысы, вот Хазер продолжен должен кинематографии, развитие, все учили именно в этой направлении. В дальнейшем как-то будет дальше какие-то фильмы, есть идеи, не только там депортация на первом месте Мривы, и про... У нас сегодня не про депортацию. Нет, я просто там про разные там истории, как истинные веков, сыновья Беки, царь шляться, дальше современный чего. Именно вот есть идеи дальше снимать фильм. Я уже говорил, брат, не знаю, мы с этим сценарием, когда мы 2 года над ним работали, мы приходили во все продакшны, во все киностудии России. Я везде отсылал этот синопсис, начиная от Бекмамбетова, Михалкова, Кончаловского, всем.
пока никто не проявил, тогда, на тот момент, никто к нему не проявил интерес. Поэтому я решил сам взять риски. Я никогда этим занимался, я ненавижу бумажную работу. Это вообще не моя история. Но я сам создал компанию, которая называется Ингушская национальная киностудия. Специально назвал ее Ингушская национальная киностудия. И как от молодой компании пришел в Министерство культуры. Они посмотрели мои бумаги и говорят: так вы же 2 месяца назад компанию зарегистрировали. На счету у вас 10 тысяч рублей. Куда вы пришли? Здесь вообще-то как бы миллионеры сидят, там, Бекмамбетовы, там, вы понимаете, куда вы пришли вообще? Кто такой? Я говорю: вот я хочу так снять кино. Ну, все с помощью Всевышнего. Да, Яндали, так и будет, конечно. Подступать мы по-любому. Поэтому Ингушская национальная киностудия создана. То, что первый проект этой Ингушской национальной киностудии утвержден Министерством культуры России, считайте, что мы, алхамдулилlah, пошли вперед. Да. Сборы первых фильмов, они как-то продались, на ваш взгляд? Или их не было? Там ничего не собирали на нем. А что мы могли? Да, мы только вкладывали туда свои личные средства. Да, силы, средства и времени. Мы ничего на этом не заработали. И не было такой цели зарабатывать. Вот, некоторые думают, что мы на этом что-то заработали. Мы здесь говорим, по ниточке мы можем. А? По ниточке, я говорю, совсем мы можем как-то что-то накопить. Да не, ну, я уже сказал, какого рода мне помощь нужна. Да. Я вообще не очень люблю просить не собираюсь это делать, просить у народа деньги. Мне кажется, это немножко непрофессионально. То есть, если ты не достиг такого проекта, я думаю, что если ты не достиг такого профессионального уровня, что ты, чтобы к этому проявили люди, у которых есть эти возможности, да, или правительственный ресурс, там, или административный, да, то тогда как бы это. Я отказался от всяких платформ, от всяких сборов и так далее, еще на сайте отказался от этого. И я считаю для себя это не стыдным будет того народа просить деньги, которые сами очень хорошо живут. А если народ сам предлагает? Пожалуйста, с 15 числа торги. Welcome. Хотите, приезжайте, да, чапель, кто хотите чапель сделать, кто хотите хлеб привезите, кто хотите возьмите молоток, поработайте. У меня же нету такого закрытого тема. Мы здесь все такие элитные, мы здесь все приехали, мы здесь все, пожалуйста. Да, мы каждому найдем. Конечно, каждому найдем применение. Нету никакого снобизма, мы лучше всех знаем. Да нет, я вообще не знаю, что из этого получится. Мы брали «Газель» и ехали просто на отвалы, где обрывается земля, и брали это дерно, чтобы крышу сделать, только корову залез, стал есть это. Да. А ты говорил, зачем мы землю воруем? А я тебе сказал, мы землю не воруем, у нас их обычно воруют. Вопрос технического характера. А то наши ребят вместо локации для проведения съемок работы, то как будет производить? То есть с кем нам нужно связать, чтобы в субботу... Сейчас Ингушнефть, вот эти ребята, мы с ними встречались вчера, они сказали, что они нам помогут с автобусом. Вот это надо понять. Если у них будет автобус, который нам дадут, который каждое утро, но я сразу говорю, что это нужно будет прям часов в 8 утра, 7 прям собираться. Место сбора определиться? Да, и доставлять вас в Таргим, там питание, конечно, на нас ваше, имеется в виду, чтобы вы там поели, все нормально было, и обратно вас отвезти. Вот сейчас мы этим вопросом занимаемся. Вы просто скажите мне, сколько человек вы сможете в день? 5-6. Отлично. Ну, то есть не вот эта история с уходами, вот есть там на свадьбе, ну, если 5 человек сказали, 5 приедет, да? Да, все договорились, зафиксировали. Отлично. Давай, ясно. А мы можем немножко не про кино? Давай. Яндери 2 мы дождались, ЛКН 2 будет? ЛКН 2? А зачем? Ну, все равно, Абба вот собралась таки, спели. Ну, потому что очень много же, это же как раз та же наша добрая, хорошая жизнь, о которой ты говорил. Ну ты знаешь, мне кажется, вот, например, группа Браво, да, там поменялось солистов 6, по-моему. В Дипёпле, по-моему, ну там приходили, уходили. Существует бренд некий, да, существует некий стиль, некая идея, да, и эта идея жива. Ты слушал Яндери 2, да? Эта идея жива, этот бренд существует, и поэтому есть вообще идея, я предложил главе, что на 30-летие республики, давайте, ну сейчас я уже не успею, на какой-то из дней республик давайте соберем всех кавказских артистов, чтобы они выходили, каждый пел по одной песне ЛКН, да? А я соберу всех своих музыкантов, и мы сыграем. Ему идея понравилась, ну, можем сделать, наверное, такое, посмотрим. Мне кажется, ЛКН это уже давно как бы такая немножко культовая история такая. Ну вот, поэтому не ждут.
Ну, ты бы слышал, что нам говорили, когда мы Я первый жду, диск да? писали, чтобы вы сгорели все, сколько песню ты придумал. А сейчас мне такие гневные отзывы пишут, как вы посмели тронуть Яндери? Я говорю, слушай, я это Яндери написал на Новинском бульваре до 18А 20 лет назад. Почему так переделали? В чем вопрос? Ну вот как вы на святое покусились, почему вы вот как вы могли, понимаешь? Она уже засела настолько в подкорку, что это принадлежит уже им, как бы. Это прекрасно, это отлично. Народная? Да, народная песня. В какой-то газете написал. И тут звучала народная песня Яндери. Я думаю, какая народная? Ну, как вот такая. Еще, Мурод, относительно вашей песни «Ходец Садок». Она очень, скажем так, всем зашла, всем понравилась. А с творчества Чумакина и Нива тоже что-то будет? Будет ли еще? Ну, слушай, у меня, честно, сейчас не будет времени. Я тебе сразу говорю. Потом как-нибудь, да. Я как-то к этому отношусь, знаешь, ты взял, налил себе немножко чайку, сел около рояля, так сказать, сегодня давайте я подумаю над этой песней. Это не работает, понимаешь? Вот. У меня нету никакой студии эстрады, никакого театра, никаких больших студий, ничего этого нет. Я сел с гитарой там и написал. Если придет что-то, конечно, да. Индиев просто, он по слогу очень скучный, да, он очень грамотно составлен, сам язык имеется в виду, потому что его легко на какие-то роковые вещи делать. Я здесь встречался с одним недавно деятелем культуры, который сказал, что у нас язык не приспособлен как бы под такие, да, он под ритмичные дела, кроме лахлабы-дуду, да, понимаешь? Я говорю, ну просто неправильно пчелы делать, неправильно умеют. Ингушский язык прекрасный, и им надо уметь как бы располагать его в структуре музыкальной. И для этого надо понимание иметь какое-то. Вот. Напишем, почему нет, у нас кроме Индии много поэтов разнообразных. А вот хочу сказать спасибо за то, что я могу представиться, свое имя сказать, не произнося его. Сказать, что у меня есть участок в Аранхе или в Кисловодске даче. С детства, видишь, как вы тебе судьбу определили. Отлично, отлично. Да, я слушал, Бархушан. Спасибо большое. А? Можно мы запишем тебя? Да, Как, давай. допустим, на этом. Ага. Оператора. Кто со мной на связи ходил? Я. Нет, попробуй так махать. А? Да? Ну, по поводу